Километровые пробки в утренний и вечерний час пик, несмолкаемые звуковые сигналы автомобиля и негодование водителей. Теперь об этом можно забыть. Движение на мосту на двухуровневой развязке при въезде в Магаз частично запущено. Отныне весь транспорт, который движется на федеральной трассе, независим от остальных участников дорожного движения. Значит, частично освещение включено для безопасности движения по путепроводу. Также здесь будет устроено дополнительное освещение по участку Магаз-Назрань. Установлены знаки, информационные щиты, то есть все будет доступно, все будет хорошо. Объект включен в национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». К этому времени дорожники уже установили металлическое барьерное ограждение, как по краям, так и по оси проезжей части. Для отвода воды предусмотрели 10 водопропускных труб и бетонные лотки. Двухуровневая развязка Магаз выполнена в продольном профиле. Верхний слой дорожного полотна уложили с использованием высококачественного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Ширину проезжей части довели до 15 метров, а каждую из 4 полос до 3,5 метров. Это позволит разделить потоки автотранспорта, увеличить уровень комфорта, а главное – безопасность дорожного движения. После того, как по новому мосту запустили первый автотранспорт, одновременно возобновили и круговое движение под мостом. И вот тут многие столкнулись с проблемой, как теперь двигаться и кто кого должен пропустить. Водители, выезжающие из круга, по ошибке пропускают транспорт, не зная, что теперь это не федеральная трасса, а второстепенная дорога. В свою очередь, автолюбители, которые двигаются по съезду, игнорируют знак «Круговое движение» и создают аварийные ситуации. Говоря иначе, круг под мостом при въезде в Магаз теперь имеет преимущество. Нужно лишь внимательно следить за дорожными знаками. А тем временем на остальных участках продолжается реконструкция федеральной трассы. В районе села Барсуки рабочие уже перебросили движение на новую транспортную артерию и приступили к устройству слоев дорожной одежды. Завершить работы планируют уже в конце ноября. На этом участке никаких особенностей нету, все идет работы в рамках проекта. Здесь как раз участок у нас, на этом участке устраивается односторонний разворот для обеспечения движения транспортных средств без пересечения потоков. Что касается третьей транспортной развязки Карабулак, то ее возводят по типу клеверного листа. Большую часть работ давно провели, и к этому времени дорожники заняты отделкой инженерного строения. Также был запущен процесс установки верхних слоев покрытия, но на полпути все приостановили. Как нам сказали, возникли сложности с выкупом автозаправочной станции. Но как только вопрос решится, работа вновь закипит. Здесь, на развязке движения будет происходить, устроены съезды с федеральной трассы в направлении Карабулака. И также мы сейчас как раз находимся на втором съезде. Это он у нас будет выходить с города Карабулак. И по съездам будет производиться движение автотранспорта в сторону Грозного либо в сторону Ростова. На всех 3 транспортных развязках в дальнейшем проведут свыше 9 километров линий искусственного освещения. Нанесут разметку из термопластика для обеспечения безопасности движения в любое время суток. Кроме этого, установят новые светоотражающие дорожные знаки и сигнальные столбики. Завершить все это планируют в конце этого года. Микаэл Тангиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.